Испытано на себе. В этом выпуске я хочу поговорить с вами о якутском ноже. Захабагах по-якутски. Это уже, наверное, является брендом, я бы сказал, не только по России, но, я думаю, якутские ножи известны по всему миру. И вот мой якутский нож я себе приобрел в 2019 году еще, он у меня уже 5 лет. Специально я вот в таком необработанном состоянии сегодня снимаю. Вчера вот мы там мясо резал им, печень ели замороженную, вот даже чуть-чуть вот не успел вовремя помыть, следы остаются. Надо, конечно, за ножами ухаживать. Этот нож мне сделал кузнец, я бы сказал, даже ученый, Данилов Александр Дмитриевич. Последний раз так тесно виделись, получается, 5 лет назад. В этом году на Исахе встретились, и он меня пригласил в гости, говорит, приезжай обязательно. Ну и, конечно, расскажу вам, где ножи якутские приобретать. У нас есть ряд магазинов, мы пойдем в один из них, к моим друзьям, и расскажем более подробно о ценах, какие виды ножей есть, существуют сегодня, ну и что-нибудь еще интересненькое там, думаю, найдем. Так что для начала давайте съездим в гости. Погнали, берем все ножи. Еще вот есть у меня такая заготовка. Вот быстренько вам расскажу. Когда этот нож мне сделали в мастерской, есть у меня серия сюжетов про это. Ну, я тогда только начинал, еще не очень, может быть, грамотно их делал. Но, тем не менее, вот этот нож сделали на моих глазах. Это очень ценно. Он для меня, вообще, якутский нож является оберегом мужским в Якутии. Поэтому я вот его очень ценю. И там же в кузне я под руководством кузнецов, мастеров, ребят, сделал заготовку. Она уже готова для того, чтобы из нее делать нож. Просто отпилили кусок пружины на глаз. Все делалось на глаз. Вот реально, все вот это. Сделали отпуск, осталось только ее, вот, ну, она лежит уже, мне считаю, 4 года, я ничего с ней дальше не делаю, потому что надо ей заняться. То есть сделать из нее нормальный нож. И вы представьте мое удивление, когда я приложил их рядом. Смотрите. Они вообще один в один. Не знаю, надеюсь, видно на камере. Просто вот идентичного размера. Как так получилось, я до сих пор не представляю. Ну, ее тоже возьму с собой. Все, погнали. Испытано на себе. Так, друзья, знакомьтесь, Данилов Александр Дмитриевич, кузнец с инженерным образованием. Я считаю, что у него научный подход к этому делу. Сейчас мы немножко уже пообщались про ножи. Можешь со всеми поздороваться. Здравствуйте. Попробуем сегодня сделать из моего ножа снова конфетку, потому что за ним ни разу я не ухаживал. За все 5 лет, вот как вы сделали клинок, так вот он у меня и просто использовался. И чуть-чуть я подтачивал. И вот показал Александр Дмитриевич тоже то, что я выковал клинок. Он уже все, отпуск сделан, да, по сути его только на станке выточить. И если будет время, Александр Дмитриевич уже сказал, говорит, приходи, научим, покажем, сделаешь. Осталось только найти время. Сделать надо сначала клинок, вот такой вот подготовить, а затем ручку. Ручку уже там материал березовый кап, например, делается, да, либо... Сейчас, кстати, кап используется еще? Да, конечно. Мне говорили, что его мало стало. Нет, есть. Нормально есть, да? Есть, да. Кап – это нарост на березе, который имеет достаточно мягкие свойства, он хорош для обработки. Давайте тогда его отполируем. Значит, газовый горн, тут на углях горн. А, и так вы используете? А в чем отличие газового от углей? Если электричества нету, например, могу на нем работать. Вот, меха ручные. Это вы сами сделали? Нет, Или? У меня друг столяр сделал по нашим чертежам. Это же дорогое удовольствие такую штуку приобрести. Сколько сейчас такой горн стоит, интересно? Ой, горн. Молот. Молот, да. Не знаю, бэушный там в пределах 300 тысяч можно найти. А, да? Так, с завода, наверное, больше миллиона стоит. А, Ну, даже больше. Пресс, тогда лучше бы ушли. термички тут делают, муфельные печи, тут 3 штуки у меня стоят. Это печи как раз, где отпуск, да, производится? Или как это Закалка, называется? отпуск, все тут термическая обработка. Ну и вот можно посмотреть, как выглядят заготовки. В 7 классе я первый нож свой в школьной мастерской из напильника вытащил на наждаке. Ну, почему-то хотелось. Да. Всякие разные медали, там, барельеф
всякие людей тоже, лицо, все как идеально делал. Вот мы сейчас обсуждаем, что Лучше лазера. есть лазер, да, вот это лазерная работа, да, то есть, ну, по сути, искусственный интеллект, грубо говоря, а вот это чисто ручная работа, старая. И вот все равно ручную работу не заменит ничто, ее ценность для чеканки монет юбилейных. Где-то минут 20 полчаса. Паста полировочная. Все, обработку завершили, теперь заточка. А он точится с одной стороны? Вот мне говорили, что нужно только с одной стороны заточку делать. Режущая кромка с двух сторон симметрична. Если заточишь, он более устойчивый будет. А если вообще вот под ноль вывести вот так, он при нагрузках может... мягкие материалы он хорошо будет резать. Вот, например, по кости там что-нибудь заденешь, он сомнется или выкрасится. Предфинишная пошел. После этого зерна уже финишная будет. Кожа с пастой. Финишная. Можно пользоваться. Как новенький, супер, вообще спасибо. Вот когда я забрал его из мастерской, он был такой блестящий, аж отражение свое было видно. Но с тех пор он у меня потемнел, у него появился свой дизайн. Это вот то, что мы тогда кричное, да, добывали? В печах вы это делали? Да. Старым методом тем самым. Пошла загрузка. Древесный уголь. О, ну прям доверху вот так вот надо. Ее обжигают, чтобы сера вышла. В итоге после обжига получается, ну, примерно такого же цвета камни. Их мельчат. И это получается такая вот порошковая субстанция. Да, Варда. Вот он. Наконец-то дождались. Вы рассказывали, что мой прадед последний был у нас в Жемковне, кто плавил руду. И мне это как-то интересно стало. Начали собирать информацию. У старика спросил, как это делается, туда-сюда, знаешь про это. Он говорит, ну, я сам не плавил, говорит, маленький был, ребенком видел, как это делают, говорит. Ну, печь описал там, как, и руду видел, говорит. И я вот ездил по всяким речкам, там, этим, камни всякие притаскиваем. Вот это руда, вот это руда. Он говорит, нет, говорит. Вот камень, руда. Из него уже выплавленные вот они. Самого хорошего качества, вообще плотный, как этот. Из нее еще переплав делаем. И булат. Булат, вот я хотел спросить, а есть у вас ножи булатные? Вы же тогда, помню, часами сидели, вытачивали, да, чтобы получить вот... Вы делаете как прототип, чтобы показать, в каком виде он был, когда был изготовлен. Здорово. Вот есть разные варианты. Вот это бычий хвост, а у меня кожаные ножны. Внутри береста. Еще. А какой лучше считается, вот, по вашему мнению, из кожи или из хвоста? Или это просто, ну, на любителя? На любителя. Практичнее кожаные. Вот за ними тоже ухаживать надо. А БТЯ тоже найдено или это вот? Да, это тоже Прокопий Романович мне предоставил. Да, старые они. БТЯ, раскройте немножко, что это? Это орудие труда? Это орудие труда.
заменяет топор, пешню, как нож можно пользоваться. Ну, хозяйственно-бытовой. Широкофункциональный, я бы сказал. Да. Вот мы это сами делали. Тоже из скрипцы. Вот это только закалку принимает. Обух он должен быть мягким. Вот то, что я говорил, что у Александра Дмитриевича научный подход к своему делу, он постоянно занимается изучением чего-то нового, вот булат или вот... Разрезали, и там шлифуешь и травишь. И там уже видно, где больше углерода, где меньше углерода, где закалилось, не закалилось. Вот это смотрим. Технологии изготовления. Вот тут видно, вот темное, видишь, вот. Вот это крепкая, которая высокоуглеродистая, которая закалку принимает. А вот это светлая, она мягкая, закалку не принимает. Углерод у него разный, в разных местах разный. Тут, например, сбоку, где задняя часть, там без углерода, ломаешь, закаливаешь и ломаешь. Вот видишь, часть, как этот хрупкий, сломался, а вот Часть это погнулась. вот это погнулось. Вот это отделяешь, отдельно между собой свариваешь монолит. Вот, например. Это высокоуглеродистая, которая твердо ломается, да? Да. На молоте его растягиваешь и саму на себя вот кузнечной сваркой. Высокоуглеродистая, а это малоуглеродистая. Потом их вот между собой. Вот тут видны, сколько раз он сложенный. Если мало углерода, то это железо, а много углерода это уже сталь. Березовый Брусочки. кап, такие брусочки берутся, и из них уже форма рукоятки формируется. И вот в итоге получается такая вот. Примерно 30 килограмм руды загружаем, ведем 6 часов плавку и получаем где-то максимум 9-8 килограмм, 6 килограмм можем получить. А они вот по этим описаниям за 2 часа из пуда руды, это 16 килограмм, где-то 60% они могут получить. 9 килограмм получали. Вот, и мы думали уже, что-то уже можем. Думали, оказывается, нам еще надо развиваться еще. Стимул появился, сейчас будем еще, ждем весну. Нормальную печку сделаем и будем экспериментировать тоже. Второй мой нож подарочный тоже приведем в порядок. Его шлифовать не надо, он новый, по идее, да, только заточку. Сегодня мы будем делать пешню. Очень важный для Якутии инструмент, для народа Саха, да и всех, в принципе, кто здесь проживает, особенно в деревнях. Сколько ей требуется нагрева там? 10, наверное. 10, Это традиционная форма якутской пешни, вот такая, как батье, батас. Обычно рыбаки, которые профессионально занимаются всю зиму, рыбачат на севере, вот такие заказывают. Ученик Александра Дмитриевича, но на самом деле уже очень профессиональный кузнец Мкучу. Мы, оказывается, знакомы. У Егора Кирсанова знакомились. Мои первые работы, первые рабочие ножницы, которые маме подарил. Женский оберег. Да, женский оберег. Якутский нож считается мужским оберегом, а вот ножницы женский оберег. И я знаю, что они очень прочные такие ножницы, да, что они могут что угодно порезать там. Из того, что режется. Есть такое. Это же надо уметь правильно сделать, чтобы оно... Да, это главное у него функционал того, что не должно быть... геометрия так сделана, чтобы он только вот с краю лезвия должен соприкасаться и работать. Но сейчас современные технологии, они в основном на штамповке делают, там на инструмент, а потом, когда вручную делаешь, у него там свои хитрости, можно сказать. Которые на штамповке не сделаешь никак. Да. И на штамповке-то все просто делается, там станок сам делает. Здесь надо так сделать, чтобы отсюда оно до конца резал
где там геометрия должна быть, так скажем, А, еще и там так вот, да, определенное такое. Ага. Она еще И меняется немножко. да? Название у него Кыпты, Как-то- из-за чего, вот слышно, Кыпты. Вот, например, первый нож из Крицы, руда из речки Ботома. Вот мой учитель Александр как бы первую выплавку делал, ну, показывал А первую сами выплавку. собирали на реке? Да, сами Вот. собирали. Ну, там в определенном месте, как бы. Каждый год есть. Да. Наши предки там добывали и в ту местности собирали, потом выплавку делали, прямое восстановление железной руды, Крицу, Болгу. Это же называем по Бол- древним Да. методам. всё это. Болготимир. Потом его так надо мешать, 800 слоев где-то бросали. Он участник. Даже как японский нож делает это. Ну, Да, катана, да. Технология одна, Да, технология одна и та же с японскими. И также много раз Кавая мы получили вот Быгак. Участник Исэ Холомко. И там призовые места, там третье, вот там второе. конкурс был, который тогда. Ну, соревнования. Третье, второе место занимал. И еще вместе с ним сделано вот наравне собирали, сделали. Вот там же Батыя показывал же мой учитель Александр. Из этого сделали полную копию. Вот Батыя. Из кричного железа. Криц. Вот видно здесь. Слои тоже чуть-чуть. Но он уже работал. Как сказать, первая моя большая работа. Я там около месяца вместе с другим учеником Афанасьев Егор, с ним около месяца они днями, ночами работали вообще. Не успевали, чуть-чуть, еле-еле так успели. Высыхал он и этот. Алёкминский было в 21 году. Там съездили. Тоже третье место заняли. Вот это в это лето сделано. Киричное железо вот такое. Мы вот Александр, учитель, Булат сделал. Булат, да? Булат. Из кричного стали сделано Булат. Это ты сделал уже, да, сам? Да, ну сталь он, материал Александр сделал, я сам ковал, вот килеймо мастера сам ставил, собрал и тоже... Ковал того и Булат. Да? А это твое клеймо? Вот это, Да, мое. Ну, А сейчас это горы? Что это? Мукучу, Унар, видно же, М и У. МУ, да? А сейчас чуть-чуть поменял, потому что, ну, более, вот нижняя часть более толстым сделал. Вот, например, нож моего деда 70-х годов сделано. Ну, хозяин воспользовался как бы тяжелой работой, там краска открывал или что-то делал, ну, когда уже состарился, можно сказать, и потерял. А потом один момент нашел и думал, что это знак. Ну, я уже давно искал по всем деревням, там, по всем его знакомым, спрашивал. Потом, ну, не нашел, и через 2 или 3 года вот он нашел из чердака и сразу мне отдал. Я вот как уже дедовский. Я вот так. Реликвия, это же... Да, релик, как вот так. Оберег такой семейный, Ну, да? семейный, можно сказать. Я буду показывать своим внукам, и все дальше будет. Потом- Тоже будут кузнецами, Да. да? Только Возможно. я его лично не знаю. Он тоже кузнец. Он где-то в 80-х годах, говорили, что из-за болезни как бы ушло. Ну, по слухам, мать рассказывала, отец рассказывал. Ну, по им стопам, как бы генетические связи, или можно сказать, или как-то так получилось, так, что я такой чести заслужил, чтобы я должен его путь дальнейший как бы проложить, можно сказать, или как правильно будет.
там сделал, чтобы быстрее делать геометрию. Якутская это так. То есть вы по нему вот так, да? и вот? Ну, пока еще руки не дошли доделать. Пока все на глаз вручную делаем. У вас столько всяких идей и планов, что да, сразу одновременно все не реализовать. Уже легче. Вот спуск мне вручную добивать много времени занимает. А сейчас вот уже побыстрее будет. Кажется, Александр Дмитриевич сейчас впервые этой заготовкой при мне, благодаря ученику Макучу, работал. Получилось? Что скажете? Ваш вердикт? Ну, что-то есть уже. Можно. Уже проще, да? Да. Ну, еще доработаю тут вручную все. Это я просто... Ну, работает, да, получается, Да, эта заготовка? работает Еще нужно сделать такие вот... Получился. Ага. Ну, вот сюда вот это сделаем на боек, чтобы одевался. Наварить, чтобы не надо было помощью Да. самому, чтобы делать, Да. работать. И здесь вот она готовая форма, только осталось руками не трогай, главное. Чуть не Вот докоснулся. спуск уже уходит нормально. Ну, с этого я делал. Вот так. А с него форму вы создали? Ну, вот нагрел железку и... И туда тынк-тынк вбили. Да. Ага. И вот такие должен делать он. Ну, оптимизация называется процесса рабочего. Ну вот, друзья, таким образом мы сейчас вам показали на примере пишни, но в принципе любой инструмент, в том числе и якутский нож, также происходит процесс ковки клинка. Нагревается любой металл, какой мы будем использовать, и потихонечку на молоте вот он. Просто пишня более наглядно у нас, мне кажется, получилась, она больше и красивее это все смотрится. Вот такие таинства кузни. Первые работы, поэтому себе оставил, чтобы как бы дальше. Сам тоже пользуюсь много раз. Но когда в лес выхожу, обязательно уже, как, не знаю, уже с собой возьму. Проверенным методом с помощью бумаги остроту ножей. Ох. Здесь посложнее, у него форма линзовидная, немножко необычная. Оп, но тоже. Дело, которое ты любишь, это не хобби, ничего, это хобби, короче, твоя работа становится. Вот тогда уже, наверное, счастливым будешь. Ну, спасибо вам большое за такую шикарную экскурсию, когда еще вот так вот попадешь так близко к такому ценному ремеслу, особенно для Якутии. Так что ладно, счастливо, все, я поехал. Испытано на себе. Друзья, мы с вами находимся на площади Ленина. И если вы оказались гостем нашего замечательного города, то вы обязательно окажетесь здесь, в данном месте. Обязательно нужно его посетить, конечно же. У нас она новая в этом году сделали. Тут ремонт, вот СРГ такие поставили, вообще классно. Там, я даже не понял назначение этой конструкции. И, конечно, вы захотите увезти отсюда что-нибудь, что будет вам напоминать о нашем замечательном крае. Якутский нож – это идеальный подарок для мужчины в любом месте страны, мира.
Ну, еще разные сувенирчики. Тут много всего национального. И вот пойдемте, я вам покажу, где это все можно приобрести. Буквально 100 метров по проспекту Ленина. Магазин якутских ножей УСЭкспо. Якутские промыслы. Пришли мы немного пораньше, пока еще нет посетителей у нас. И вот здесь вы можете найти не только якутские ножи, но и много разных товаров якутского происхождения. Это унты. Огромное количество здесь. Рима Дмитриевна, мы уже как-то знакомились. Здравствуйте. Здравствуйте. Приобретали у вас уже интересные вещи. Вот дейбир национальные, например. Ну, тут вообще много всего разных украшений. И тоже различная обувь, не только унты, да, у нас. Да. Здесь вы можете приобрести разные сувениры, подарки своим родным, друзьям, которые вы сможете привезти с любовью из Якутии. Ну, здесь много всего, можно разбираться. Здравствуйте. Ну и, конечно, наш магазин УСЭкспо, куда мы с вами и направляемся. Вот, Александр, приветствую. Здравствуйте. Как у вас день начался? Хорошо. Хорошо. Если вы не хотите покупать большой нож, можно взять такой маленький сувенирчик в подарок, брелок. Я, кстати, мой первый нож был именно такой. Здравствуйте, меня зовут Надежда Идельги. Вы сейчас находитесь в нашем магазине УСЭкспо, магазин якутских ножей, авторских якутских ножей от всех кузнецов Якутии, а также мы продаем хомусы. Могу сказать добро пожаловать. Начали с 10 квадратных метров, потом стали расти, и вот доросли до такого варианта. И уже 2014 год продаем якутские ножи по Якутии, по республике Саха, по России и по всему миру. Нам нравится наша работа, нам очень интересна наша культура, история, этнография. Как бы мы вообще живем вот этим, нашей культурой. Не только вот продать, да, товар, а именно жить вот этим, интересоваться, развиваться. У нас очень тесная работа с якутскими кузнецами. Каждый день они к нам приходят, мы какие-то проекты придумываем, что-то развиваем. Они смотрят на ножи других мастеров и сами вот тоже какие-то идеи новые у них появляются после этого. 5800 уже минимальная цена. А тут получается ручка карельская береза, а сталь бывает разная. Есть ржавеющая сталь, есть нержавеющая сталь. Тут цена как бы невысокая, потом уже чуть выше идет. — 14 лет уже работаем в этой сфере, и уже вот начинается тенденция, то, что молодые кузнецы наши очень активно занимаются ковкой. Интерес у молодежи есть. Раньше, например, в основном люди среднего возраста, мужчины занимались, а сейчас молодежи стало больше и становится все больше и больше, как бы вовлекается все больше людей. Это тоже радует. В прошлом году стали заниматься поставкой сырья, то есть у нас сталь разной марки. Вот, например, для больших батыя, да, такие вот, например, берут, для ножей берут. Ржавеющие стали, нержавеющие стали. Кому что подходит. Мы, например, активно работаем с кузнецами, и они вот нам говорят, нам вот такая сталь нужна, вот такого диаметра. Тогда мы уже под их заказ приносим то, что им нужно. Вообще хотим им помочь каким-то образом, чтобы вот наш нож Саха развивался. Как бы у нас получается круговорот, да, получается у нас берут все сырье, и уже готовую продукцию нам же издают. Тут вот представлена линейка, так можно сказать, подарочных вариантов, потому что нож это не только в качестве рабочей атрибутики идет, он также и служит отличным подарком для презентабельного человека, чтобы через нож показать уважение, доверие к этому человеку. В старину тоже всегда так было принято, то, что человеку невозможно подарить нож, если ты его не уважаешь. Именно вот это знак доверия и уважения к человеку. У него форма клинка уже остается без изменений порядка 1000 лет. То есть при наших экстремальных условиях уже был такой выработан вариант идеального ножа, который подошел бы как для дома, так и для охоты, так и для всего. Он универсален. Все просто это всегда гениально. Он такой простой, но он очень удобный и уникальный.
А у нас у Саха народа да, так принято, то, что нож – это символ мужества. А при рождении детей у нас иногда дарят нож, чтобы ребенок вырастал, вот, глядя на свой нож, и этот нож ему воспитывал мужество. С 2014 до 2013 года в течение 6 лет мы проводили лагерь для школьников. И там каждый ребенок ковал нож. Они приходили, ничего не знали. А мы специально вот с Александром Даниловым как раз да, организовали вот этот лагерь. И несколько кузнецов. Василий Шевелев, Илья Иванов, хангаласские эти кузнецы. В Хангаласском мы им всегда организовывали. И там ребенок приходил, ничего не знающий, и вот мастера, кузнецы его обучали, как ковать нож вообще. И ребенок приходил ни с чем и уходил с ножом. Мы ему все предоставляли, сырье предоставляли. Родители говорят, то, что вот такие мальчики меняются. Они возмужали, говорят вообще, после того, как у них появился свой выкованный нож. Ну вообще у кузнецов еще другая есть миссия. Они не только вот производят продукт, да, нож, они очень тесно связаны с духовной культурой самого народа. Это традиции, это культура, это навыки, которые были у нас с прежних времен. И она хорошо, что не потерялась благодаря нашим великим людям, как Мандар Ус, Сарел Белюкин, вот этим кузнецы, которые возродили якутский нож. Например, когда я открывала магазин, это 14 лет назад, я сказала вот своим близким, да, я хочу вот открыть магазин якутских ножей. И мне вообще говорили, нет, ничего не пойдет, там у тебя не получится, да. А сейчас сколько у нас магазинов, да, сколько у нас кузнецов. Так что времена меняются. И то, что вот кузнецы, они имеют связь с природой, с космосом. Это можно прочесть в литературе, в этнографических материалах. И мы вот специально сделали, у нас тут стоит ворон. Это покровитель кузнецов, великий ворон. Он является покровителем не только кузнецов, да, а именно вот людей, которые талантливы. Именно мы как раз вот сделали, ну, делаем сейчас, да, вот можешь показать там вот сверху, если посмотреть, там у нас стоит кузнец, стоит, шаман стоит, оюн, и еще у нас должен быть олонкосут, запевал олонко. 3 профессии, которые издревле были у народа Саха, и они все под покровительством ворона. Как раз готовим витрину. Мы будем демонстрировать, как изготавливается кричное железо с сыродутной печи. Это старинный метод, которыми владели наши предки. И вот Александр Данилов, а также ряд других кузнецов, они сейчас возродили этот процесс. И очень этот процесс часто демонстрируют и добывают таким образом железо. Такое вот железо получается. И вот уже когда режешь, да, уже вот сталь видна. Потом из этого уже делают заготовки и уже сам нож. Очень долгий трудоемкий процесс. Но наши кузнецы очень энтузиасты, они вообще влюблены в дело, они там могут несколько дней пропадать вот с этим именно за идею, за возрождение. Они очень стараются, я сама очень опольщена этим. Вручили мне подарок. Надежда, это карельская береза для моего будущего ножа. Вы меня, кстати, замотивировали все-таки его доделать. Нож вот. Собственноручно делать. Да, может быть, доеду к Александру Дмитриевичу. Их 2, чтобы, если вдруг я одну сломаю, поэтому надо все-таки парочку иметь. И, может быть, получится у меня когда-нибудь дойти и сделать свой якутский нож. У нас часто ножи покупают на подарок, на юбилей, на дни рождения. В таком случае можете сделать гравировку лазерную. Вот, например, есть якутские обереги, благословление на якутском языке. Ну или можете любую другую свою надпись. А мне можем что-нибудь на нож делать? Да, конечно. Самые популярные благословения, ну вот можем написать Аикуя Чалатын. Ой, это духи, да, верхнего мира? Ага. Аи. И снизу мы можем второй строкой написать вот Кунькуя Камшикайтин. Ну, сила солнца. Пусть защищает тебя. Сантиметр 2 миллиметра пойдет, да? Ну, супер. Решили еще добавить Мишку. Ну вот, Элькин, пусть эти ножи принесут тебе удачу и послужат долго.
Ну что ж, друзья, теперь мои ножи приобрели более сакральное значение, и это очень здорово. И в завершение хочу сказать пару слов еще про разницу между ножами якутскими. Существует у них еще дол. Есть такой отполированный, есть кованый дол. Есть больстер, да, это защита ручки от повреждений. Бывает металлический, как у меня, костяные, там разные из рогов делают, и бывает их украшивают красиво. И, конечно же, Надежда не смогла отпустить меня без подарков. Подарили такую вот точилку алмазную, для того, чтобы я сам смог уже ножи точить и править. Надеюсь, я научусь это делать. И я в разговоре просто заикнулся, что всегда хотел иметь свой музыкальный якутский инструмент хамус. И представляете мое вот удивление и радость, когда Надежда говорит: а мы тебе, Эркин, подарим, чтобы ты играл и с теплотой вспоминал про наш магазинчик и про нас. Так что, ребята, Надежда, огромное вам спасибо. Для меня это подарок просто бесценен. Мастер Шепелев Александр. И для начала, конечно, надо научиться на нем играть. Испытано на себе.